Мы продолжаем освещать самые заметные события. В студии Надежда Саханская. Здравствуйте. И вот основные темы. Назначенная дата выплат 17 января Пенсионный фонд России начинает предоставлять ряд мер социальной поддержки. Предупрежден, значит вооружен. Эксперты прогнозируют пик заболеваемости ковидом на февраль этого года. Путешествие во времени посредством музыки. Расскажем о концерте якутских музыкантов в Москве. В проект повестки 33-го неочередного пленарного заседания Государственного собрания Республики 6-го созыва в дистанционном формате, которое запланировано на 17 января, предварительно вошли 4 вопроса. Первыми в повестке парламентарии рассмотрят кадровые вопросы, будут рассмотрены проекты постановления о досрочном прекращении полномочий народных депутатов республики Арсентия Николаева и Евгения Перфильева. Далее народные депутаты обсудят проект постановления о проекте федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления. Завершающим пунктом повестки значится проект постановления о внесении изменений в федеральный закон об ответственном обращении с животными. 17 января Пенсионный фонд России начал предоставлять ряд мер социальной поддержки, которые ранее назначались и выплачивались органами соцзащиты населения и Роструда. Среди них, в частности, выплаты на детей для безработных россиян и других граждан. На выплаты могут рассчитывать подвергшиеся воздействию радиации россияне, реабилитированные лица, инвалиды, дети-инвалиды, имеющие автомобили по медицинским показаниям, а также военнослужащие, члены их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет Пенсионный фонд России. Это будет досрочная доставка пособий за январь, которая по обычному графику происходит только в феврале. Если подобная выплата уже была назначена, то специалисты просто переоформят надбавку. Самому человеку для этого не нужно обращаться в отделение фонда. Число новых случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией в России может вырасти вдвое к 1 февраля. Такой прогноз озвучил заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем Виктор Захаров. Прогноз составлен на основе разработанной его группой математической модели, прогнозирующей распространение коронавируса с точностью до месяца. По его словам, число одновременно болеющих ковидом составит к началу следующего месяца 1 миллион человек против текущего уровня в 623 тысячи. Ученый отметил, что на этом уровне показатель сохранится в течение примерно 2 недель, то есть до середины месяца, после чего заболеваемость начнет падать. В Вилюйске открылся исторический зал «Вилюйчане. Государственные деятели Якутии» с применением мультимедийных технологий. Открытие исторического зала приурочено к столетию образования якутской автономии. Подробности в следующем материале. Исторический зал во Дворце культуры основан в целях изучения и популяризации жизни и деятельности и увековечивания памяти государственных общественных деятелей Якутии, уроженцев Вилюйского улуса Степана Аржакова, Степана Гоголева и Гавриила Черяева. И столетнюю историю творили многие выдающиеся якутяне из самых разных уголков нашей Якутии. И мы, вилюйчане, очень гордимся тем, что среди этих людей были и наши земляки, наши вилюйчане. Основной задачей исторического зала является осуществление просветительской, экспозиционно-выставочной и научно-исследовательской деятельности, изучение уникального исторического опыта, формирование государственности, хранение музейных экспонатов, посвященных жизни и деятельности государственных деятелей. Мы создали интерактивный контент для панелей, для каждого из героев, для Аржакова, Гоголева и Черяева. Информацию предоставили работники музеев, разные методисты, которые мы все обобщили и создали интерактивную панель. Деятельность исторического музея связана с изучением и популяризацией истории и развития общественно-политической, социально-экономической жизни района. Она должна способствовать пробуждению исторической ответственности, чувства гордости и патриотизма среди подрастающего поколения. Анна Васильева, Никита Колесов, Вилюйский улус.
20 некоммерческих организаций получат гранты президентского фонда. На первый этап конкурса из Якутии было подано 176 заявок по 11 грантовым направлениям. В том числе наибольшее количество, 39 проектов, было направлено на охрану здоровья граждан, пропаганду здорового образа жизни. По итогам конкурса поддержано начинание 20 общественных организаций. Среди победителей совместный проект епархии Магаданской области. Они получат грант в сумме более 6 миллионов рублей. Для реализации 7 проектов направят до 3 миллионов. А 12 проектам общественных организаций одобрена денежная поддержка по 500 тысяч рублей. Отметим, что все проекты некоммерческих организаций направлены на социальные цели. Оперная дива Зинаида Колодезникова и музыкант Алексей Слепцов подарили москвичам концерт вокальной и фортепианной музыки. На исторической площадке в Суриковском зале библиотеки Боголюбова они выступили с романсами. Подробности в материале Айсены Бурнашовой. Романс к ней на музыку Глинки и слова Мицкевича будто перенес слушателей во времена пышных балов и светских вечеров. Здесь и пылкость речи, и оригинальная мелодия, и богатство аккомпанемента. Романсы своего рода – это исповедь души, гордость русской классики. И сегодня их прозвучало немало. Набралась такая довольно-таки большая программа, и все это прямо с любовью. Мы же на родине романсов. Ну, что Питер, что вот Москва. Все тут прямо веет этим, да. И, наконец-то, мы сделали вот итог где-то 3-летней даже работы. Это первый большой проект Зинаиды Колодезниковой и Алексея Слепцова. Их первое выступление в Москве. Большой смысл концерта не только в превосходном исполнении, но и в последовательности композиций. Так, вначале слушателям предстал Глинка, а затем Чайковский и Рахманинов, а после и якутский композитор Герасимов. В Москве вообще не звучит якутская музыка, так что для меня, во-первых, это как связь, немножко такая небольшая получилась связь с моей родиной. И я горда за то, что вот московская публика услышала якутскую музыку. Очень понравился концерт. Я вообще обожаю меццо-сопрано, и поэтому я просто была потрясена. Мне очень понравилось. Творчество Алексея и Зинаиды нашло отклик в сердцах поклонников классической музыки. Вскоре мелодичные переливы прозвучат и в других городах страны. Мы хотим этот концерт московский повторить в Якутске, и не только в Якутске, а в Улусах республики. Вот. А потом у нас есть еще в планах 2 проекта. У нас в этом году столетие Якутской АСР. Мы хотим организовать 2 концерта в Москве, пианистические, да, и 1 концерт в Петербурге. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. Якутяне смогут купить субсидированные авиабилеты в районы республики и другие города России на протяжении всего 2022 года. Об этом сообщил Айсен Николаев. Речь идет о билетах для льготных категорий населения. Полеты выполняются в центральные города из Якутска, Нерюнгри и Мирного. Если раньше по льготным категориям населения, пенсионерам и молодежи выделялось только определенное количество билетов, то сейчас уже принято решение, чтобы они могли пользоваться льготными перелетами с Дальнего Востока. Это будет обязательство государства. Глава республики также добавил, что число льготных билетов на маршрутах до 13 арктических районов будет увеличено. Программа также будет работать в течение всего года. В этом году в столице республики планируется проведение капитального ремонта в 11 школах. Об этом сообщил мэр Якутска Евгений Григорьев. Отметим, что ранее столица региона вошла в федеральную программу по капитальному ремонту школ. На проведение работ в 11 школах, это около 1/5 от общего числа, предусмотрено 877 миллионов рублей. В том числе средства на оснащение новым школьным оборудованием. Молодежный совет при главе города Нерюнгри ведет свою работу 6-й год. Он постоянный активный участник и нередко организатор нерюнгринских мероприятий. В наступившем году молодежный совет уже успел провести свое первое совещание и обсудить планы на будущее. Подробности в сюжете наших коллег.
У молодежного совета большие планы на 2022 год. Это и организация велопарковок и велодорожек в родном городе, и продолжение творческих конкурсов среди молодежи и грантов в рамках конкурса «Молодежная инициатива». Я представлял проект «Игры нашего двора». Цель моего проекта – это возродить игры наших родителей и моей молодости, чтобы нынешнее поколение не сидело дома и не играло в телефонах, а проводило время, хорошо используя на свежем воздухе. В 2021 году члены Совета приняли самое активное участие в проведении рейтингового голосования по проекту формирования комфортной городской среды, реализации проекта «Отряд мэра», фестиваля творчества, стали участниками республиканского кадрового конкурса «Таланты Якутии». Все ребята, которые подали заявки, их 4 человека, они прошли финал, и теперь в течение года будут проходить испытания и писать проекты для того, чтобы оказаться победителями этого конкурса. Основной состав молодежного совета – 10 молодых инициативных нерюнгринцев в возрасте от 16 до 35 лет. Школьники, студенты, рабочая молодежь. Здесь те, у кого действительно активная жизненная позиция и кто готов творить историю города. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Впервые за много лет в центральной бане Амги ведется капитальный ремонт. Объект, построенный в 1981 году, был в плачевном состоянии. Постоянная сырость, перепады температуры и другая агрессивная среда сделали свое дело. Поэтому во избежание аварийных ситуаций работа бани была приостановлена. Средства на ремонтные работы выделила администрация района. В ходе ремонта полностью заменена система отопления. На данный момент ведутся работы по монтажу внешних труб тепло- и водоснабжения. На ремонтных работах задействована частная бригада из 7 человек. В данный момент мы проводим замену внутренней системы отопления. Сейчас уже выходим на наружную часть. И в дальнейшем будем подключать на центральное водоснабжение. После замены внутренней системы отопления уже будем ремонтировать внутреннюю отделку. Так, и большая часть ремонта будет проводиться в летнее время. Фильм «Пугало» вошел в программу Palm Springs, который традиционно собирает зрителей со всей Америки и кинопроизводителей со всего света. Всего в этом году на Palm Springs представили 129 фильмов, в числе которых 36 претендентов на «Оскар» этого года. Так, например, в программу вошли обладатели «Золотой пальмовой ветви» 74-го Каннского кинофестиваля «Титан» Жюлии Декурно, румынский фильм «Безумное кино для взрослых», а также «Рука Бога» Паула Соррентино. Отметим, что вместе с Palm Springs в послужном списке «Пугало» числится 12 кинофестивалей. К этому часу это вся информация. Хорошего дня.